моя, душой всегда болеешь ты. На всех твоей хватает силы, твоей сердечной теплоты. Забота главная на свете, твоя, как матери, любовь. Лишь бы росли в согласии дети, единой, дружною семьей. Үргін бұлдар хақлы хнасым, тавансым, хизеплеші нымырсым. Сирия Пурнеди Республикари терлі нации зень тумен фестивальне хавалдават пар. Добрый день, дорогие зрители и уважаемые гости! Участники первого республиканского фестиваля национальных костюмов «Чувашия многолетая». Фестиваль в нашей республике проводится не случайно. Здесь в дружбе и согласии живут представители 128 национальностей. Самые многочисленные из них – чуваши, русские, татары, мордва, украинцы. Чувашия также стала родным домом для значительной группы белорусов и армян, азербайджанцев и таджиков, узбеков и немцев, туркменов и башкир, удмуртов и евреев, грузин и палестинцев, марийцев и чинчетов и многих других народов. Дорогие друзья, мы искренне рады видеть вас на нашем празднике. Для открытия фестиваля на сцену приглашаем заместителя министра культуры по делам национальностей и архивного дела Татьяну Васильевну Казакову, вице-президента Чувашского национального конгресса Валерия Леонидовича Клементьева, а также представителя Национального культурного объединения «Азербайджан» Азиса Магорамовича Багирова и помощника представителя президента Чеченской Республики Алхазурова Альберта Ибрагимовича. Уважаемые гости, добрый день, участники фестиваля. Позвольте мне от имени Министерства культуры сердечно поздравить нас с проведением очень важного для нас мероприятия. Как сказали уже, первого фестиваля национальных костюмов народов Чувашии. Мы гордимся тем, что народы, проживающие здесь много веков, и те, что приехали сюда совсем недавно, и пустились корни, считают Чувашию своим родным домом. В нашем современном мире как никогда важна толерантность, что означает уважение, принятие и понимание богатств и многообразия культур других народов, их обычаев и обрядов, главным из которых является гостеприимство. Обычаи гостеприимства, дающие право человеку найти приют в любом доме, хорошо известны нашему народу. Чуваши говорят: «Хитрелях ваготлага, ырлах мере, красота на время, доброта на веки». В мировой истории Россия – первое многонациональное государство, основанное на подлинном равноправии и взаимоуважении всех населяющих ее народов. А Чувашия – ее маленькая частица. Именно через национальные культурные традиции, преемственность поколений осуществляется связь времен и народов. Желаю всем нам больших успехов в сохранении национальной идентичности. Всех нам благ и, конечно же, успехов нашему первому фестивалю.
Өргун Хаклахназем, Елдашсем, Индешсем. Добрый день, дорогие друзья. Чувашский национальный конгресс от души поздравляет таким замечательным праздником. Можно сказать, действительно это праздник с фестивалем костюмов национальной одежды. Хочу сказать, действительно, у нас в России очень богатая страна, особенно богата своими традициями. У нас очень много народов живет в России, много национальностей. Действительно, очень много красоты. Это просто надо заметить. Действительно, у нас очень разные регионы. Поволжье, Кавказ, Север, Дальний Восток. Можно сказать, действительно, такой первый раз проводится такой праздник. Это большое, я считаю, большое будущее в развитии межнациональной культуры. Нам очень интересно посмотреть на вышивки, посмотреть на традиции, на танцы, на вокал, посмотреть на традицию народов. У каждого своя традиция, и каждый народ интересен своими традициями. Чувашский национальный конгресс приветствует участников этого фестиваля. Большое спасибо организаторам, и надеемся, что такие праздники в будущем будут всегда. И очень приятно, что такой праздник проходит в таком зале. Спасибо. Азбайраматли Йолдашлар, уважаемые дамы и господа, сам день сегодняшний, я сказал бы, она очень такой праздник, очень видный, она нужная. Национальные костюмы, когда мы говорим, она не для того, что вот какие-то узоры и так далее, и так далее. Она дает, у каждого народа есть свои внутренние ощущения миру, вот она и показывает себе. Вот мы посмотрели, честно говоря, те, берем татарские, чувашские, тоже восточные, среднеазиатские, они очень похожи, очень похожи. Она веками мы жили вместе, мы знаем это. И сила России в том, что она многонациональная. Она несколько раз доказала ее. И, значит, Великая Отечественная война, которой выиграла благодаря вот много наций, которые они всегда были дружными и остались. Что касается Чувашии, самое дело, Чувашия, она одно из благополучных мест, в которой можно развиваться. Народ простой, гостеприимный. Я за 23 года, иногда вопрос бывает, что мне кто-то обидел, но не может быть это от, скажем, национальной почвы. Я этого за 23 года я лично не замечал. Я долго не буду ваше время, я хочу от имени азербайджанской диаспоры поздравить вас в этом прекрасном мероприятии. Мне хотелось бы, конечно, вот как всегда, у нас старшее поколение более активнее, чем молодежь. Поэтому надо, хорошо было бы, чтобы молодежь больше участвовала здесь. И всех призываю еще, вы знаете, сегодня в республике идет детский марафон. Мне хотелось бы все вот участвовали в нем. Еще раз с праздником, всех благ вам, здоровья. Добрый день, уважаемые гости данного фестиваля. Я хочу выразить огромную благодарность за приглашение от всего чеченского народа. У меня мало что есть добавить к тому, что было сказано на этой сцене, но хочу от себя подчеркнуть, что представление традиционной одежды и национальной жизни разных народов служит созданию некой теплой и глубокой связи между
нынешними и прошлыми поколениями, и между народами разных национальностей. И проведение таких мероприятий поможет и нам, и подрастающему поколению ценить свои исконные традиции, обычаи и культуру. Благодарю за внимание. О младших детях, мать Россия, душой всегда болеешь ты. На всех твоей хватает силы, твоей сердечной теплоты. Забота главная на свете, твоя, как матери любой. Лишь бы росли в согласии дети, единой, дружной семьей. Своими богатыми национальными традициями, задушевными песнями и зажигательными танцами. Наших предков объединяла душевная мудрость, искреннее почитание старших, щедрость и гостеприимство. Эй, таланлых йөргизем шаранчы, шыңгырды де чыңгырды заспа, шүлді бе керегене хыбарчыр, пиль барзам, шапла булма шыба. Вас приветствует студенческий фольклорный ансамбль «Яндал» Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Руководитель, заслуженный работник культуры Чувашии Людмила Петухова. Языки
главное народное искусство. В древности оно носило утилитарный характер. Люди просто вышивали свою повседневную одежду, украшали ее, считали, что их вещи непременно должны быть красивыми, радовать взгляд. Поэтому вкладывали в них все свое умение, заветные мечты, свое представление о красоте и счастье. Вышивка – это одна из самых древних жемчужин многогранного чувашского народного искусства. Недаром чуваши называют свою родину не только краем 100 000 слов, 100 000 песен, но и 100 000 вышивок. Из поколения в поколение передавались секреты рукотворных вышитых орнаментов. С малых лет в каждой крестьянской семье девочки уже с 5 лет начинали перенимать у матерей, у бабушек и старших сестер умение наносить на белый холст вначале простейшие, а потом все более сложные узоры, становясь годами настоящими виртуозами. Это требовало большого старания, терпения и аккуратности, что давалось каждой вышивальщице очень легко. Ведь надо было в совершенстве познать секреты всех до единого, более чем 30 эталонных швов чувашской вышивки. На сцене демонстрации костюмов низовых чувашей, дизайн студии народного костюма, руководитель Людмила Меркулова, художник Надежда Ильина. Продолжателем традиций Центра народного костюма «Золотое руно», созданного еще 15 лет назад. За эти годы в студии созданы оригинальные чувашские, русские, мордовские, татарские национальные костюмы для многих фольклорных коллективов не только Чувашии, но и чувашских коллективов республик Башкортостан, Татарстан, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. Мастера бережно сохраняют особенности кроя и вышивки каждой местности. И их изделия отличаются высоким качеством и художественным вкусом. Перед вами дефиле костюмов низовых чувашей. Костюмы невесты, жениха, женский костюм Саратовской области, женские костюмы из Пестрицы. Дипломом Чувашского республиканского дома народного творчества награждается дизайн-студия народного костюма, руководитель Людмила Меркулова, художник Надежда Ильина. Народный фольклорный ансамбль «Умарина» из Батревского района, руководитель Зинаида Гугушкина. Звучат мордовские народные песни.
Дорогие гости, в организации фестиваля нам оказала большую помощь строительная компания «Закрытое акционерное общество ТУЗ», генеральный директор Николай Угаслов. Спасибо вам, Николай Федорович. Дипломом Чувашского республиканского дома народного творчества награждается дизайн-студия народного костюма. Руководитель Людмила Меркулова, художник Надежда Ильина. Чувашской Республики, заслуженного работника культуры Зинаиды Вороновой. Вы видите женские и девичьи костюмы разных этнографических групп чувашей, а также праздничные костюмы обряда Улак-Сари, девичий пир, сохранившегося только в Шумышинском районе Чувашии. Девушки-гости, приходившие к своим подругам на праздник, поверх девичьего головного убора тулья надевали колпак. Так их можно было отличить от хозяев. И, наконец, обрядовый костюм женщины-старейшины рода с верхней одеждой шубор.
Чувашского дома народного творчества награждается мастер народных художественных промыслов Зинаида Воронова. Выступает студенческий фольклорный ансамбль «Юрай Чеджеги» Чувашского педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Руководитель, заслуженный работник культуры России и Чувашии Зинаида Козлова. Учебный центр по подготовке и переподготовке кадров «Облик», старейшее образовательное учреждение города Чебоксары. Коллекция наследия создана по мотивам национальной чувашской вышивки XVII века, фотографии которых находятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке, а также вышивка XIX-XX веков из запасников Чувашского национального музея.
Вышивка положена на основе силуэтов формы. В то же время эти формы являются трансформацией древнего чувашского кроя платьев чувашской этнической группы Анатри. Автор коллекции – художник Зинаида Маштанова. Дизайн вышивки – Рина Ежоргина. Коллекция выполнена участницами группы закройщиков под руководством мастера производственного обучения Марины Егоровой. можно увидеть новый виток интереса к традиционному костюму. Натуральные ткани, простые и лаконичные переплетения ремесленного качества, вязаные узоры, винтажное и современное кружево создает реальный современный образ, силуэт. Художник Зинаида Маштанова и группа портных под руководством мастеров производственного обучения Людмилы Ласточкиной и Галины Орловой. Чувашского республиканского дома народного творчества награждается учебный центр «Облик». На сцену приглашаем директора Алену Матросову, художника Зинаиду Маштанову и дизайнера по вышивке Рину Ежоргину. Выступает народный ансамбль народного танца «Мишар» Комсомольского района. Руководитель, заслуженный работник культуры Чувашии Фарид Гибайдинов. Постановщик танца Татьяна Иванова.
На сцене коллекция костюмов дизайн-студии «Отцвет» Светланы Джалилевны и Светланы Ивановны Гайнудиновой. Современные амазонки. Мать и дочь Гайнудиновы создают эксклюзивную молодежную этномоду. Направленность на молодежь – одна из современных тенденций, которая особенно ярко выражена в области моды и производства одежды. Костюмы представляют собой сочетание элементов национального костюма с современными силуэтами. Коллекция выполнена из неотбеленного хлопка с эффектом креш, отделана красной кожей, сплошь усыпанной металлической фурнитурой, дающей впечатление брони. Это современная одежда, стилизованная на основе этнических мотивов и ремесел. Пышные платья из хлопка, накладные детали из кожи, крупные серебряные украшения, напоминающие латы. Эти девушки знают, как защитить свою хрупкую красоту даже в самых отдаленных уголках Вселенной. Республиканского дома народного творчества награждается дизайн-студия Гайнудиновых «Отцвет». В старинных костюмах низовых чувашей выступает народный фольклорный ансамбль «Эревель» и Бресенского района.
руководитель Александр Федулов.
Старейшая фирма художественных промыслов «Пахаделя» представляет коллекцию «Электрик Чувашкави» «Старинное чувашское платье». Авторы Татьяна Петрова и Анастасия Андреева. Танцующая фиге. Модельеры-конструкторы Ольга Ландышева и Надежда Канашина. Коллекции выполнены из натуральных тканей. Редина, домотканное полотно. Изделия, украшенные ручной вышивкой, традициях четной глади. Узоры выполнены домотканными шелковыми и шерстяными нитками красного, черного, синего, желтого цветов. Костюмы отличаются простотой кроя, изяществом вышивки, видеобразным узором, сложностью рисунка. Sargayev, Shopchuk, Karashta Svaray, Shobor, Shoplich, Sırnay yumak yaray. Тура те парапан не жабай, тура не алжулы не жагай. Шанграпа кесле чингельдедей, чон дерене, тебе не лежит клей. Чувашского республиканского дома народного творчества награждается фирма художественных промыслов «Пахаделя». На сцену приглашаем генерального директора Наталью Посынкину, художника по вышивке Анастасию Андрееву, модельеров, конструкторов Надежду Канашину и Ольгу Ландышеву.
фирмы «Народная вышивка», заслуженного художника Чувашской республики, члена Союза художников России, модельера Татьяны Ивановны Петровой. Пройдя через века, льняная вышитая рубаха вызывает восторженные отклики у людей с разными вкусами и представлениями о красоте. Неразлучная с телом человека, рубаха в глазах наших предков обладала магической силой, поэтому на ней была богатая вышивка, рисунках которой шифровались волшебные формулы обереги. Олицетворяя собой благополучие, удачу и счастье, сохраняя память и добрую энергетику предков как знаки рода, вышивка передается из поколения в поколение. Из народных традиций, обычаев не будет жить душа народа, не будет добра и гармонии. Поэтому мы все чаще обращаемся к истокам народного костюма. Чувашского республиканского дома народного творчества награждается фирма «Народная вышивка». Руководитель художник Татьяна Петрова. На сцене народный фольклорный ансамбль «Угольча» Дворца культуры «Акация» города Чебоксары. Руководитель Алевтина Щетинина.
крепко верю в доброе соседство. Близки мне и малийские края. Татар, считай, я тоже знаю с детства. Со мною рядом русские друзья. Салам, башкиры и мордва! О вашей доброте молва идет по свету. И узбеки сегодня с нами. Просим, будьте. Салам, таджики и туркмены, чеченцы и грузины, евреи, палестинцы, друзья азербайджане. Ведь все мы россияне. группа народного ансамбля песни и танца «Пошка» Ялинского района исполнил горно-марийский танец. Руководитель Роза Васильева. Еще раз благодарим строительную компанию «Закрытое акционерное общество ТУЗ» в лице генерального директора Николая Угаслова за оказанную помощь в проведении фестиваля. Спасибо вам за поддержку.
Перед вами азербайджанский национальный костюм. У мужчин в Азербайджане папаха считалась символом мужества, чести и достоинства. По папахе и ее форме можно было определять социальное положение ее носителя. Мужчины никогда папаху не снимали, даже во время еды. У аристократов были распространены сапоги. Верхняя национальная одежда мужчины состояла из луст-келеи, рубахи или чепкена, архалыга, габы, чубки, плечевой одежды. Стиль одежды отражал семейное положение и возраст его обладателя. Так, например, костюм девушки и замужней женщины заметно отличались. Молодые женщины одевались наиболее ярко и нарядно. Чуваши более 70 лет со времен Великой Отечественной войны проживают и представители еврейской национальности, которые свято чтят свои национальные традиции, бережно передают свои знания об истории этого древнейшего народа молодому поколению и делают все для того, чтобы молодежь знала свой национальный язык и культуру. Слушай, девчонка, что может вечно гореть, что без дождя растет и мороз, что может плакать, плакать без слез. Еврейскую народную музыку «Балалайка» исполнил квартет в составе Сергея Чекеева, Геннадия Казанцона, Надежды и Марины Барановой. В ансамбле мордовского женского костюма этнографической группы «Ирзя» наиболее интересна рубаха.
Крестьянская рубаха носилась с небольшим напуском у пояса, покрой был туникообразным. Пышный форм создавал кулай, набедренные украшения, но пропорциональный силуэт был уравновешен за счет значительной длины рубахи и своеобразного расположения вышивки. Поверх вышитых рубах женщины носили русу, которая была различна по своему назначению – повседневная, плакальная, подвенечная и так далее. Традиционным элементом женского костюма был передник архаичного типа в виде прямоугольного куска холста, сосборенного в верхней части и скреплявшегося на фигуре с помощью завязок. Основой традиционного мужского костюма являлись рубаха-фонарь и штаны-помс. Мужские повседневные рубахи шили из грубого небеленого холста, праздничную и подвенечную рубахи из более тонкого, в основном льняного холста. Носили рубахи всегда на выпуск и подпоясывали домотканым узким пояском или ремнем. В празднике поверх рубахи одевали халат, тоже богато вышитый. Мордовский народный танец исполняет народный ансамбль народного танца «Сувар». Руководитель Анатолий Музыкантов.
Юноша Николай Никаноров. Мужчины и женщины татар-мишары носили туникообразную рубаху. Мужская рубаха достигала колен и носилась без пояса. Женская с оборками была до лодыжек. Поверх рубахи мужчины и женщины носили приталенный камзол. Верхней одеждой тем и другим служил стеганый на вате бешмет. Распространенным головным убором мужчины была тюбетейка. Женщины носили вышитую бархатную шапочку колпак, обшитый монетами кашпак, различные покрывала. Женский наряд изобиловал серебряными украшениями. Традиционная обувь читек и чигей из мягкой кожи, с мягкой подошвой или туфли из цветного сафьяна.
Исполняет танцевальный коллектив «Фламинго» Шемуршинского района. Руководитель Валентина Кузьмина. Тот, кто видел хотя бы раз в жизни традиционный народный аджарский костюм народа, проживающего в Грузии, не оставляет к нему равнодушным. Красочность, драгоценность, насыщенность – все это присуще кавказским платьям. Красочность материала, крой, насыщенность цветовой гаммы, великолепный, богатый орнамент – все это придает костюму изящество и царский вид. В исполнении группы юношей из Палестины посмотрите танец «Палестинская давка».
разного рода вышивками, отражающими мотивы дикой природы, такие как звезды, цветы, деревья. Наиболее распространенными местами для украшения платья являются подол, бока, рукава и грудь. Вышивкой в основном украшается женская одежда. Мужская одежда очень редко украшается узорами с началом распространения ислама. К настоящему времени украшения мужской одежды сохранились в виде кистей на платках, в которых обычно исполняет танец палестинская давка. Украшают также инкрустации ремни, однако это можно считать народным нововведением. Кроме того, геометрический узор встречается на платочках, которые повязывают вокруг шеи женихи во время свадьбы.
Яковлевича Яковлева исполнят туркменские и хорезмские танцы. Постановщик танцев, руководитель Совета иностранных студентов педуниверситета Бахрам Хаймуратов. Это практически их второе лицо, за которым они очень бережно ухаживают. При этом их национальный костюм – это не просто предмет роскоши и хвастовства, а прямое отражение быта, традиций и верований этого народа. Туркмены в одежде предпочитают наличие разнообразных ярких красок. Любимым и самым почитаемым, согласно народным преданиям, цветом был красный. Красный цвет у туркмен всегда был символом животворящей силы природы. Люди верили в его магические свойства, оберегать человека и во всем помогать в жизни. Некоторые из предметов национальной одежды по сей день являются важной составляющей гардероба туркмен.
İlahi'den bir köy var, sadaları başkaça, aşkları başkaça, gedaları başkaça, dillerge hoş yakıcı, navaları başkaça. Bu lezgidir dostlarım ey, oynan lezgige oynan. Bu lezgidir dostlarım ey, oynan lezgige oynan. Uzaktan karab durur, göz kıpışa bilgirir, yüreğini yandırır, duruşun can aladır. Sırrını aytırım kaş, buna bildirip karaş, kalbime sanır ateş, karaşın can aladır. Yüreğe sanır ateş, karaşın can aladır. Kara göz boy boy boy, ala göz boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz boy boy. Kara konuşun kemadin, gah sözlerin yaladin, gahı da mihrimadin, buluşun can aladır. Sırrını aytırım kaş, buna bildirip karaş, kalbime sanır ateş, karaşın can aladır. Canıma sanır ateş, karaşın can aladır. Kara göz boy boy boy, ala göz boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Muhabbet zehirli, bol sevgide rahimli, şirin şirin yakınlı, güneşin can aladır. Sırrını aytırım kaş, buna bildirip karaş, kalbime sanır ateş, karaşın can aladır. Yüreğe sanır ateş, karaşın can aladır. Kara göz boy boy boy, ala göz boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz boy boy, kara göz boy boy boy, ala göz boy boy. Чеченский костюм состоит из платья, черкесский, кинжала, ремня, патронов, папахи, на ногах миксеш. Характерная чеченская одежда – бурка. Это нагибка с узкими плечами, полковым, расширяющимся к низу. Головной убор чеченцев – шапка из овчины, скроенная папахой. Для мужской одежды чеченцев характерна темная цветовая гамма. Башлыки и бешметы были обычно контрастным цветом, оживляя костюм ярким пятном. Богатые люди носили белые бурки, черкесские папахи. Особенно нарядно выглядят костюмы в искрометном танце, который исполняет студент Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова.
Женский русский костюм состоит из рубахи со вставками на плечах, паневой и ремика. Поволжье надевали не паневу, а сарафан с косыми клиньями, расширенными к низу или из прямых полотнищ. Поверх сарафана и рубашки душегрейка на лямках, прикрывавшая грудь или шугай, короткая одежда с рукавами. Праздничной одеждой являлись сарафаны, которые шились из китайки. Одежду украшали бусами. Использовались также стеклянные бусы, самородки, стеклянные пуговицы. Мужской костюм состоял из косоворотки, жилетки и штанов. В праздники надевали и пиджак. Головной убор, картуз, кепка. В традиционных русских костюмах выступает известный в Чувашии народный фольклорный ансамбль «Родные просторы» Дворца культуры тракторостроителей. Руководитель, заслуженный работник культуры Чувашии Людмила Кондратьева. Звучит венок из русских народных песен.